Ашарыкун сара ямыстит ваусате и анашхаю лакта сахурвида дуне саизги ортасу вараугы адуне сіз қанша дуне Яшмаршы хашнапы Сиешба Сныш асшаза дуне Яқлары пынсара Ачақа самгава Спыцрак жыплыт қара Уау бышбай рыздырға Яшмаршы ханшнапы Сиешба Сныш асшаза дуне Араташ хашлаква Арқабашты бақва Ақвасат бақвайша Юхнаш мұрғана уақва Сайызги представить вам наших дорогих гостей, которые приехали на нашу Ставропольскую землю. Это делегация Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, которую возглавляет руководитель Координационного совета женщин Абхазии, писатель, журналист Екатерина Георгиевна Бебия. Мы рады вам, Екатерина Георгиевна. Позвольте представить и других участников вашей делегации. Ачба Алина Аттаровна, член Координационного совета женщин Абхазии, научный сотрудник Абхазского научно-исследовательского института, журналист Абхазского радио, заслуженный журналист Абхазии. Хварцкия Хибла Ремзиевна, студентка курса отделения журналистики Абхазского государственного университета. Григория Инесса Демеевна, студентка 3-го курса отделения журналистики Абхазского государственного университета, а также прекрасная эстрадная певица. Сегодня мы еще сможем насладиться ее голосом. Позвольте представить вам Габния Саида Романовна, выпускница отделения журналистики Абхазского отделения Абхазского государственного университета журналистики, также эстрадная певица. Мы рады приветствовать вас на нашей Ставропольской земле. Эти аплодисменты сейчас прозвучали в вашу честь. И я хочу отметить, что на Ставрополе среди многочисленной армии зарубежных студентов 50 студентов наших ставропольских вузов из Абхазии. И на нашей встрече они тоже присутствуют. И еще я хотела бы, чтобы в начале нашего праздника вы аплодисментами поздравили еще 2 юбиляров этого года. Национально-культурный центр Абаза, который отмечает 25-летний юбилей. Представители центра в этом зале. Да, давайте поаплодируем. Национально-культурный центр Абаза. Дорогой наш Владимир Исмаилович, мы поздравляем вас с этим юным юбилеем. Для человека это мало, человек молодой, 25 лет, а Национально-культурный центр уже имеет значительную историю. И позвольте поздравить национально-культурную автономию Абазин Ставропольского края Абаза, которой исполнилось 10 лет.
Для торжественного открытия встречи и слов приветствия я приглашаю на эту сцену человека, благодаря стараниям которого эта встреча состоялась. Председателя национально-культурной автономии Абазин Ставропольского края Абаза Чакову Армиду Хизировну. Под ваши аплодисменты. Мы рады приветствовать вас на Ставропольской земле. И сегодня мы постараемся, чтобы эта встреча была для вас не только приятной, но и познавательной. Вы узнаете, как живут абазины в Ставропольском крае. В Ставропольском крае проживает более 110 национальностей. И как мы, абазины, уживаемся, в мире живем и согласии с нашими братьями, православными, мусульманами и другими конфессиями, вероисповеданиями. И сделаем мы это сегодня с помощью тех средств, которые сегодня есть в наличии в современном мире. Сегодня у нас в гостях побывает и Муса Хабалевич Экзеков. Он лучше меня расскажет сегодня о том потрясающем юбилее, который праздновали совсем недавно абхазы, абазины, то есть мы абазы. Он расскажет о том, какие задачи и цели стоят перед нами. Вы увидите выступление сегодня казачат маленьких, которые уже традиционно присутствуют на всех наших праздниках и вносят такой особый колорит. Вы сегодня узнаете, я вот, дорогие гости абхазы, обращаюсь к вам, вы не можете уехать сегодня и не узнав, что такое Ставрополь и что такое абазины в Ставрополе. И это вы можете сделать сегодня более эффективно, так скажем, полно, если вы посмотрите тот материал, который мы для вас приготовили. Мы сделали это компактно, и чтобы всем было интересно. И еще дальше слово предоставим нашим гостям. Это будет вторая часть нашего праздника, и я думаю, что она будет незабываемой. Екатерина Георгиевна, вы на самом деле, я всегда говорила и буду говорить, вы человек-легенда. И не надо стесняться этого. Я считаю, что мы немногочисленный народ, но каждую нашу звезду надо поднимать так, чтобы она светила всем, чтобы все знали, а самое главное, чтобы наша молодежь знала, чего может достичь человек своим трудом, усердием и любовью к тому делу, которым занимается. Бзила Шайго, родные наши, золотые. Я желаю вам сегодня хорошо провести день. Знаковым событием стало создание 30 лет назад Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, объединяющего абхазов и абазин по всему миру для сохранения традиций, языка, культуры. И абазинам обратился председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков. Внимание на экран. 30 лет с точки зрения истории – это небольшой срок. А для нас это повод проанализировать проделанную работу и наметить стратегические планы на будущее. Конгресс основали в 1992 году видные общественные и государственные деятели в судьбоносный для Абхазии исторический период. С того момента одной большой семьей мы системно реализуем проекты, направленные на сплочение народа, создание условий для возвращения соотечественников на историческую родину, укрепление и развитие гражданского общества с сохранением родного языка, культуры и традиций. Арас срыч халаябгыта янадзара амазахан икезизит бахичкунг яказыта имцру атла. Я приглашаю на сцену председателя Абазинского культурного центра Владимира Исмаиловича Курчева. Вам слово, Владимир Исмаилович. Сегодня радостный праздничный день для Абазин, краевой столицы. У нас в гостях наши сестры, наши братья из Абхазии, из Карачаево-Черкесии, и это замечательно. Мы очень радовались, когда к нам в гости приехал Сергей Васильевич Багапш. У нас день края был, день города.
эти встречи продолжаются, и мы для себя открыли действительно нашу сестру. Удивительно, понимаете, я посмотрел ваши труды, Екатерина Григорьевна, это просто низкий поклон и просто огромное спасибо. Вы понимаете, красота природы Абхазии известна всему миру, да? Озеро Лица, горы, леса, Пицунтали, это Гагри, Сухуми. Это замечательно, но самое главное — это люди. Люди, среди которых вот Хибла, певица оперная, да? Команда КВН, хор старейшин столетних, танцевальные коллективы, обычаи, традиции, гостеприимство абхазского народа. Понимаете, это просто удивительно, и все решают люди. Не место красит человека, а человек место. Абхазия должна дружить, и крепко дружить прежде всего с Россией, с нашим Абазинским районом. И в этом мы должны быть едины, мы должны быть сильны, умны и знать, с кем дружить, кто наш враг, кто наш друг. Поэтому, дорогие мои, я вас приветствую на Ставропольской земле, Сагвитой Хазировны, да, и желаю вам больших творческих успехов, и чтобы мы всегда гордились своим народом. В Минске проживает тоже не так мало абазин, и мы стараемся по мере своих возможностей участвовать в тех мероприятиях, которые и Ставропольская краевая организация абазин организовывает, и краевая. И сегодня нам очень приятно здесь находиться, потому что такие культурные мероприятия, они нам поднимают историческую память, напоминают, что наши братья тоже находятся за Кавказским хребтом. Мы тоже, безусловно, там периодически бываем, многих знаем. Да, горец Аббаза живет на Кавказе, всем счастья желает, добра. Ты с миром к нему приходи, и друга найдешь на века. Прошу ваше внимание обратить на экран. Для того, чтобы у вас настроение оставалось праздничным. Да, и нашим гостям рассказали о Ставропольской земле, о нашей работе. А теперь настало время подробнее познакомиться с нашими гостями. Уважаемая Екатерина Георгиевна, речь идет прежде всего о вас. Екатерина Георгиевна Бэби, профессор кафедры журналистики Абхазского государственного университета. Журналист, писатель, член Союза журналистов России, член Союза писателей Абхазии. За большой вклад в становление и развитие тележурналистики Абхазии награждена орденом «Честь и слава третьей степени» 2008 год. За вклад в развитие национальной журналистики удостоена почетного звания «Заслуженный журналист Республики Абхазия» 2013 год. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник Высшей школы РА» 2017 год. И я прошу вас подняться на эту сцену под бурные аплодисменты. Всего, конечно, мы начнем с истоков. Вот сколько я знаю абазин, они все интересуются своей историей. Но почему в вашей судьбе именно журналистика? Почему она вас заинтересовала, и вы когда-то решили стать журналистом? А
отец услышал, что я написала первые стихи и говорит: Катерина, а лучше ты будь журналисткой. Ну, стихи пишут многие, а вот публицистика, о достойных людях писать – это золотой памятник. Это слова моего отца, когда я училась в 5 классе. И я спросила, а что такое эта журналистика? И он мне отвечает так: а ты знаешь, слышала про Константина Озгана, который проживает в селе Лыхны, и он первый секретарь Гудаутского райкома партии? Ну, я слышала, я ученица 5 класса, но я слышала про Константина Озгана. И что, вот если ты напишешь о нем очерк, публицистику, книгу, когда-то создашь фильм, вот это есть журналистика, вот это есть писать о достойных людях. Вы представляете, я всю свою жизнь мечтала увидеть, ну, пока еще студенткой, ученицей, увидеть Константина Озгана. Кто же он такой? И я, ученицей 9 класса, увидела впервые Константина Озгана и подошла к нему, вот так вот подошла, я говорю: я Екатерина Бибия, ученица 9 и то 10 класса, я собираюсь о вас писать. Он посмотрел: молодец, напиши. Но тот, кто пишет, должен быть достойным журналистом. И вот я закончила вуз, защитила кандидатскую и пришла к Константину Озгану: можно я о вас напишу? А он говорит: я еще не дорос до того, чтобы обо мне писали. Я потом поступила в докторантуру, защитила докторскую и пришла к нему: Константин Константинович, можно я о вас напишу и создам фильм? Вот тогда он дал добро. И я, конечно, создала фильм и написала книгу. Все, что вы пишете, вот проникнуто любовью к тем людям, о которых вы пишете. А работа ваша военным корреспондентом. Ведь почему для вас важно было участвовать в военных действиях? Не просто знать, что они идут, а быть внутри, вот в этом кипящем событии. С первого дня мы были на фронте. Я даже не помню момент, как я научилась снимать на видеокамеру. Война нас научила снимать. А на фронт мы просто обязаны были. Для защитников нашей Родины оставались наши кадры. Мы увидели, что наши кадры, они необходимы, они нужны для того, чтобы увековечить их память, их героизм, чтобы на века молодое поколение видели, слышали, какие у нас были герои войны. Спасибо вам огромное. Вы являетесь создателем кафедры журналистики филологического факультета Абхазского государственного университета. Читать лекции, учить – это для меня отдых. Я очень часто говорю своим студентам: я с вами отдыхаю, но не работаю. И никогда не устаю. Я вот тут вот сейчас сижу, разговариваю, так как мне так сказали. Я в аудитории никогда не сижу и никогда не смотрю конспекты. Вот мои студенты присутствуют, и тут еще выпускницы. Для меня это отдых, где я черпаю большую энергию. Мы тоже отдаем душу, силу, энергию, все, что у нас есть. А молодые люди это чувствуют. Если не будет языка, мы очень многое теряем. Мы просто растворимся. Наш язык – это самое главное. Абсвабаза биша, убрия нахмахча, убрия неймахмарха, харахабстазара, тарадзе и ощерафойт. Убри загирацку. А если говорить о героях, вы знаете, самые знаменитые люди Абхазии и плюс Северного Кавказа – герои моих очерков. Какая гордость я когда писала о Владиславе Григорьевиче Арценко. Может быть, в какой-то степени не такие профессиональные кадры, но все равно, когда Владислав Григорьевич отдыхал, на рыбалку ходил, на коне, и эти кадры считаю, что самыми светлыми кадрами в моем личном архиве. Ну и другие, конечно, я писала книгу о Сергее Васильевиче Багапше. Это великолепный души человек.
действительно больно, очень больно, что такие люди, как Владиславик, как Сергей Васильевич, и другие, о ком мы пишем, что они рано ушли, очень больно. Ну, а о каждом как-то невозможно рассказывать. Я взяла часть своих книг. В рамках свободы слова, что вы можете сказать? Действительно ли журналист может говорить и писать то, что хочет? Ведь сейчас все кричат о свободе слова. Как вы учите их относиться к этому слову, которое они пишут и говорят? Нужно говорить, конечно, правду, но абсурацию, атанхарацию, ауэрацию. Человечность – это выше всего. Моя мама очень часто повторяла: дипломы можно иметь 1000, а человечность – это самое необходимое. Это вот ауэрацию зиграпшись рголой. А может, студент шаги убыстрастой. Ауэрацию из балак ахара вы яшам, а хаша так что зарок. Человек должен ценить рядом стоящего человека и говорить умеренно, красиво, а не надо кричать и как-то неуважительно относиться к человеку. Слово очень многое значит. Для журналистики это оружие. Вот вы смотрите на них, они другие, это поколение другое. Вот говорят, у них другой менталитет, новые интересы, они уже не так склонны к глубине в освещении каких-то вопросов. Вы знаете, да, мир меняется, и молодежь тоже. Я 40 лет преподаю, даже 42 года. Я у своих студентов даже вот в начале своей журналистской деятельности, педагогической, и сейчас особого отличия не нахожу. Они светлые, они хорошие, просто надо их воспитывать, направлять нужно, а не заставлять. Направлять аккуратненько, красиво, чтобы студент чувствовал, что я, например, наравне со студентами. Мы одно целое, мы один народ, мы будем работать, мы и раньше занимались этой тематикой, и в будущем тоже. Связи культурные, сохранение языка, сотрудничество с молодежью. Очень много планов и в будущем. Вот мы сейчас видели Армида, ее работы Фардауса Гулова и многих других. Мы и раньше сотрудничали, и в будущем тоже будем сотрудничать. Муса Экзеков – это от Бога посланный нам человек. Пусть живет и здравствует. Я хотела спросить, какие темы волнуют вас сейчас, но вы их перечислили. Это и патриотизм, да, и традиции, и укрепление культурных связей, да, язык. Ай башвиналага урцит харяхацу, ехифиш хацу бехеге хайцу, ирхой хара абзапахмаджипа, маб харахмаджцем, атунезик хахцана хапу, атунезик халапсу, акызаджи, анчасызихо, амта айрц, хапсаткил, хазыхынхуа, хынткарра, хзыхчо, хажлари бзырхо, бзжи бзырхо, ахынткарра, ахадзара халшар, Владислав Арцинба, иштиха забира, харадзин ахго, и харахкуа, и халшо, ахчара, и хипи амш, уцпи амш, хази, ханицила, и халши, образгой, еха рапхедзе, обрасай, еханзе смадзацас, еха рапхедзе, сара дызбек, зкишук сала, хша ялас, хая шара, еду лулай, ачай, абсутурах, ялу, саща, Константин Леон. Обрезала джахайпшек, усихет, зкишукси, шкацна, амрахакун, яхома ханейба байхе. Арис рысза,
иашан сыԥсҭазаара аҵыхәтәантәи амш аҟынӡа ирназгоит. Аҵыхәтәан еиҭахысҳәоит. Аԥсны иҟоуп ақыҭа Ҷлоу, Ачба Лоу иқыҭа. Ҳаз зегьы шьаҭу иҳалоу, ҳаз зегьы акы заҵәыкоуп иаҳҭаххаша ҳбызшәа, аԥсуа база бызшәа, ҳәынҭқарра, аԥсуа ҳәынҭқарра, ҳаԥсадгьыл аиқәырхара. Ҳаз зегьы убри ҳалшо анцәа ҳҟаиҵааит. Сгәы иахәон арҭ амшқәа зегьы абра ҳахьынӡало, убри аҟара аемоциақәа сызцәырҵхеит, убри аҟара ацәанырра бзиақәа сызцәырҵхеит. Ҳара жәларык ҳауп, ҳара ҳабызшәагьы акоуп, зегьы еилыҷҷа еилыскаауеит, исаҳауеит. Дараӡа сгәы иахәоит абас еиԥш ауаа хабрақәа шәааигәа шәҿаԥхьа сахьыҟоу иахьа. Аҿаргьы ҳаибабара дараӡа уи хазы сгәы иахәоит, сгәаанагарала аиҳабацәа иаҳзылырхыз абри амҩахәасҭа ҳара ҳаныланы ҳцалап, ҳара ҳаимадара ҳмырӡып ҳәа иҭахуп. Я хочу предоставить микрофон моему любимому преподавателю в университете, доктору филологических наук, профессору Петру Константиновичу Чайналову. Апсны яуги, абазашта яуги, чатакала яуги. Избаву, яфтаза маги, шузбанис. Вот в этом пространстве, это пространство сегодня, казалось бы, до краев заполнено абхазской аурой, абхазской атмосферой. И если остались какие-то закоулки, не заполненные этой аурой, то они были заполнены и танцами, и песнями, и словом, и абхазским, и абазинским, и русским, и стихами. Езрат, ерхавата, хабача, уячак кустен, вуншан, Аваса мачнас ксказ аяча, якыч чатататай чужан, чоухас чечас нашпасан, авуарадус накол цахуа, ацлапасырштуан, ашкапа, апшачехслан айташуан, снайван парганца суацата, снайван сазцунистакыз, сыячай чхачхавас нацахта, адгели и намзаску ясканас. Чтобы молодежь наша знала, что между Ставропольской организацией Абхазо-Абазинской и абхазами есть вот такое соглашение, которому мы обязательно должны следовать. Итак, соглашение о взаимном сотрудничестве между Координационным советом женщин Республики Абхазия при Всемирном Абхазо-Абазинском конгрессе и региональной общественной организации Национально-культурной автономии Абазин Ставропольского края Абаза. Место подписания город Ставрополь, дата подписания 22 октября. Списать юшта, сара сапсны, сид сара, вакахиплы, сапсы вапса, сапсы вапса. Ваю жапсы, есть хаги, уйксти вашим сазанги, субиста браква, субиста браква. Апсны, апсны, сара сапсны,
Схырква, суязгылдыр пшидырхба, язым шайтща, язым шайтща. Саава сауазанги, Уксиз етва шимзачки, Бзидза узби, бзидза узби. Апсны, апсны, Сарас апсны, Вавап студей, вавап студей. Апсны, апсны, Имарус вапны, Варас вап, Сынтра вапса. Чернес, уз был раз, так уз блырнес, сазым сара, сазым сара. Уахизла сапчал бапсра, я так устын салт сындра, я сахваца, я сахваца. Апсны, апсны,